Так, здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать, что вот у нас есть группа «Кызыл-трактор» в Казахстане. Она образовалась в Чимкенте лет 30 назад примерно, даже больше. И в эту группу входят известный художник Саид Атабеков, Смаил Баилиев, Виталий Симаков и ушедший из жизни Молдагул Нарымбетов. Наверное, вы его знаете хорошо, кто интересуется искусством, особенно современным. И вот группа «Кызыл-трактор», вначале название было разное. САА группа, потом «Трансавангард». И в один прекрасный день мы сделали выставку «Кызыл-трактора» в музее, в Краеведческом музее в Чимкенте, в центре города. И после этого мы решили поменять название, и Молдагул. Мы вышли на улицу, и Молдагул увидел на постаменте красный такой трактор, железный полностью, первый такой, ну, авангардный, да, такой механизм, трактор. И он предложил назвать группу «Кызыл-трактор». И мы все согласились. Дело в том, что вот этот «Кызыл-трактор», мы думали, что мы начнем с Чимкента выставку, потом в Алмате и так далее, в Астане. И когда мы сделали выставку здесь, в кафедральном соборе, а потом в музее Костеева, нас начали приглашать за рубеж. И мы вот в течение 30 лет объездили разные страны, особенно Европа, Прага, Берлин, Гамбург, Москва, Петербург, Вашингтон, потом Нью-Йорк, точнее Нью-Джерси. Там мы показывали целую выставку «Кызыл-трактора». Что хочу сказать. Мы все члены «Кызыл-трактора», как все многие художники, учились в художественном училище. Потом лично я закончил театрально-художественный институт. И вообще, где я учился на кафедре, она не касалась искусства. Я закончил интерьер и оборудование. После института я начал работать, преподавать в художественном училище. И как бы все же после института там начинают творчески работать. И у меня появились мысли, что реализм, вот этот гиперреализм, который я изучал, сюрреализм, это не для меня. Ну, много заказов делал, но после у меня жизнь поменялась. В то время в Чимкентское художественное училище приехал Виталий Симаков. Он приехал из России, с Уфы, с города Уфа. И он был как бы ученика Филонова, знаменитого Павла Филонова. И он начал нас как бы отучать от реализма. Он создал такой кружок «Структурная школа». И мы начали изучать, как же сделать свои двухмерные холсты, бумаги, трехмерные скульптуры, как же сделать более грамотным. То есть мы изучали большие, малые образующие линии, взаимоотношения пятен, как они имеют, каждое пятно имеет свою энергию, да, энергетику, и как они друг на друга влияют. То есть все начали мы изучать, и постепенно мы даже сами не заметили, что постепенно перешли в современное искусство. Мы тогда даже не знали, что такое инсталляция, видеофильм, потом разные акции, да. Это у нас получалось как бы само собой. И
наши работы начали обзывать как инсталляция, перформанс. И я хочу показать некоторые вещи из сделанных работ. Это начало моего творческого пути. Это наша группа. У нас был лидер Молдагол Нарымбетов, и в то время мы начали делать перформансы в образе дервишей, шаманов и так далее, и так далее. Это афиша для Пражского квадриеннале, но кадр из фильма Бахта Каирбекова, известного режиссера, этот фильм получил в Москве первую премию. Но этот фильм я не буду показывать, как бы есть фрагменты. Это кадры перформанса «Андижанская полька», который мы показывали с Молдагулом в Бишкеке, и этот перформанс занял первое место. Здесь суть в том, что у нас одежды такие восточные, халаты, и мы танцуем под восточную музыку, и постепенно музыка меняется, и появляется современный ритмичный греческий такой суперсовременная музыка, и мы снимаем свои халаты, и внутри у нас военная одежда, и как бы мы показываем, что у каждого человека внутри есть такая, постоянно мы хотим ругаться с кем-то, как бы военное что-то есть у нас в душе. И почему мы назвали Андижанская полька? Тогда в Андижане, если вы помните, были расстрелы мирных жителей и тюремщиков, да, которые там сидели, они бастовали, и правительство начало уничтожать простой народ. И мы против этого сделали перформанс такой. Этот перформанс мы сделали для Арбатфеста «Голубая степь». Ну, этот перформанс можно понимать по-разному. Я могу показать кадры, видеокадры. Перформансы мы, члены контрактора, обычно все художники начинают с эскиза. Да? Здесь, как вы видите, мы какие-то наброски делаем, и после этого мы обсуждаем и делаем перформансы. Как я говорил, мы все учились в училище, в институте и делали такие произведения как бы живописного такого характера. Это кадр из персональной выставки Висентай Галлери. И были разные и живописные работы, и вот такие инсталляции. Это инсталляция, ну, большая 4-метровая лодка, и инсталляция называется «Дождь». Эта инсталляция была посвящена в то время сирийские простые люди часто переезжали в Европу, да, и многие по дороге как бы исчезали, умирали. Так, это инсталляция, колонна и моей работы. Кормушка – это чисто такая социальные вещи. Эта инсталляция тоже, все это вмонтировано, вот эти знаки, да, каждый человек имеет свой знак, да. Здесь эти работы, вот эта инсталляция сделана для Марата Гельмана. Был фестиваль «Белые ночи» в Перми, это город Пермь. Я сделал такую, туда привез целую юрту и по краям такие сделал бочки, и они крутились. То есть здесь есть надписи, и они крутятся и показывают, когда останавливается, выходят разные фразы.
Эта инсталляция сделана для Арбатфеста. Это тоже как бы я применяю здесь ограждение между народом и правительством, да, вот, такие полицейские ограждения. Эту, наверное, работу вы где-то видели, да, вот в сторону Медео с левой стороны такая инсталляция «Чайник». Это для фестиваля «Женщина с ребенком» в Астане. Про эту работу, если коротко сказать, это называется кириге, то есть это часть юрты, создана из бочек. Здесь тема нефти, что очень много как бы ресурсов и много денег уходит за рубеж, и малая часть остается у нас в Казахстане. Примерно такая тема. Здесь мои живописные работы, которые я выставлял в персональной выставке. Вот этот барабан мы специально делали для 10-го пражского квадринале. Он где-то 2,5-3 метра. И мы заказали там шкуры оленей. И из этих шкур мы сделали большой барабан. То есть для перформанса «Путь». Наша цель была после этой выставки тоже подобные барабаны показывать в других странах. И нам это удалось в 2018 году мы сделали этот перформанс в Нью-Йорке. Это Молдагул и я. Здесь перформанс «Пьяные дервиши». Суть этого перформанса здесь, как вы видите, трехметровый такой материал, и там мы создаем как бы полосы, да, как флаг Америки, и сбоку мы делаем серп и молот. То есть, как вы знаете, сейчас на Земле много войн, а здесь мы делаем как бы инсталляцию и прямо перформанс на тему дружбы. Перформанс называется «Граница». Это мы делали в Астане для фестиваля. Граница у нас не только между людьми, между странами и между сердцами. В общем, тема такая, что и этими яркими цветными скотчами мы объединяем друг друга. Это инсталляция для Перми. «Белые ночи» в Перми. Фестиваль был в России. Суть этих балбалов, если зритель подходит, она открывается. Это все резиновые вот эти полосы раскрываются, и внутри появляются бюсты Сталина, там, ну, правителей. А когда человек уходит назад, она закрывается. Это все эти знаки сделаны, я сам делал все это вручную из теста, все это в духовке, все это делал хлеб такой, и эта тема называется «Слезы гастарбайтера». То есть много людей уходят, да, в другие страны, хотят заработать и как бы заработать на хлеб, и эта инсталляция посвящена гастарбайтерам. Ну, про этот перформанс я вам говорил, андижанская полька. А это большая 7-метровая инсталляция, тоже в Перми, сделал член нашей группы Смаил Баилиев.
Внутри каркас металлический, и она полностью сделана из кошмы. Этот перформанс для Арт-Батфеста называется Байконур, тоже на тему нефти и на тему как бы разногласий, завоеваний территорий и так далее. Так, теперь я хочу показать видеофильм. Ребята, помогите со звуком. Может быть, если... Вырыл из земли крест и полумесяц. И он делает очищение свое. Обсерватория обездоленных здесь, Китмени. Это кадры из документального фильма. Этот фильм получил первую премию в Москве.
Нью-Йорк. Мы делаем перформанс. И вот это уже другой барабан. Специально, чтобы все это поместилось в самолете. Самолет сделали из 8 шкур быка. Сделали такой большой 3-литровый барабан. Что интересно, здесь выставка газотрактора. Было такое большое помещение, и была выставка газотрактора, а рядом дверь проходила выставка Энди Уорхола. Это все мы снимали в Южно-Казахстанской области, сейчас Туркестанской. Вот эта гора — отход из свинцового завода. Вот этот, она по цвету, этот мост очень старый, революционный. Она очень такая красная, своеобразная. Это Прага, Карлов мост. В 5 часов поднимался. Для выставки в Атакенте фонд Соруса делал выставку известная знаменитая фотография Саида Атакентова. Это чапан, 3-литровый чапан Чингисхана. Известное видео Саида Атакентова. Битва за квадрат. Ну, первый раз за рубеж нас пригласили в Вену, в Австрию. Конечно, в то время было очень трудно, денег не было, и мы на улице зарабатывали перформансом кое-какие деньги, чтобы что-нибудь купить. Мы идем по улице, иногда останавливаемся, деньги просим. Где-то на площади садимся и через музыку зарабатываем деньги. Тысяч первый, по-моему. Вот мы сидим
играем на музыкальных инструментах и просим деньги. 98-й. Посвящение дизель-трактору. Это возле мавзолея Ахмеда Ясави. Это музей Костеева. Делаем перформанс в честь Молдогула. Камлани Саида Бабекова. Он сам здесь вот эти инсталляции сам делал, из дерева, из камня. Кашму свою делал он сам. Если вы заметили, там знаки 3 конфессий. Это он сам. Столько времени прошло, когда мы начинали, у нас даже ничего не было, только черный хлеб, сахар, чай. И начинали свой путь. Сейчас смотришь на это видео и плакать охота. Это работы Виталия Симакова. Исмаил Даевич. Это видео-перформанс Исмаила Даевича. Тоже связано с очищением, но в то же время как раз когда он собирал это видео, помните, да, в Украине сбили пассажирский самолет, и как раз он вот эти звуки включил в свое видео. Чтобы собирать эти кадры для фильма, мы специально ездили в Туркестан, в городище Отрар, там снимали. Мы монтировали уже в Чехии. Это инсталляция галоши 2-метровые.
работу, он очень любит работать в абстракции. Это проект Саида Табекова, Красная площадь, с вертолетами. Это мои работы. Лепешки мои двухметровые, 7 лепешек, сознательно запретными. Это серия Чингисхан. Видеопроект мой «Один день на реке». Эти кадры сняты в Кыргызстанской области. Река Сырдарья, знаменитая река. Вот вкратце. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. Да, если есть вопросы, я могу передавать микрофон в зале. Здравствуйте. У меня такой вопрос, связанный с конечной, наверное, стадией существования произведения. Как вы, как художник, или ваши коллеги, художники, понимаете, когда художественное произведение сформировано, закончено внутренне, для того, чтобы его можно было выпускать наружу? И как много работ, вот этот фильтр какой-то незавершенности, субъективной вашей, как художника, ну, не проходят и не попадают как бы во внешний мир? И есть ли у вас ощущение, что вот те работы, которые вы во внешний мир выпустили, что они все, ну как бы этот фильтр по-вашему прошли? Или у вас есть какие-то, может быть, сомнения относительно некоторых работ, что они там, может быть, были либо недоделаны, либо другие работы, которые вы не выпустили, ну как бы во внешний мир, что им, может быть, нужно было дать шанс? Ну, конечно, есть сомнения, постоянно сомнения, без сомнения нельзя. Но в современном искусстве, как бы современное искусство чуть-чуть отличается от традиционного, да? Часто в традиционном искусстве нужна в некоторых манерах доделанность, а в современном искусстве некоторые вещи можно просто как бы двумя линиями показать. То есть показать суть, показать свою концепцию, и этого достаточно. Если это. Но другое дело, если когда зритель на работу смотрит и как бы сразу понимает, моментально понимает, я думаю, что это не очень хорошо, поэтому каждая работа, она должна быть как бы с подтекстом, с какими-то несколькими какими-то идеями даже. Но основная идея должна все равно быть в произведении. И если возьмем перформансы, то не обязательно все это говорить словами. Художник не для того, чтобы все это рассказывать. Я вот как бы не хочу полностью все это про перформанс рассказывать, а это дело искусствоведов, критиков, поэтому буквально просто зрителю дать чуть-чуть намек, о чем это. А дальше каждый зритель сам додумывает, смотрит, интересуется.
Ведь мы же не писатели, не политики, не чиновники, и художник, он как бы все равно визуально все это делает, визуально. То есть зритель читает глазами. Если это картина, он рассматривает с разной скоростью каждые пятна, да? Между пятнами, между линиями, когда зритель все это визуально рассматривает, у него разные скорости. Поэтому вот эти большие образующие, малые образующие вот эти линии, большие пятна, которые держат произведение, да? После этого он начинает смотреть второстепенные вещи, и он читает, глазами читает. Это не рассказ, мы не писатели, не рассказчики, и поэтому зритель должен обязательно первым делом смотреть глазами и как бы чувствовать. А если вот вы смотрели, и если мы стараемся в каждом произведении показать какой-то дух, да, какую-то душу, дух, энергия должна быть, какая-то эротика должна быть, да, без этого она становится неинтересной. И в то же время каждая работа, пускай это перформанс, это же как маленький спектакль, да, короткий такой спектакль, который делает один художник или там несколько художников. И даже в каждом перформансе есть какой-то скелет, да? Если этого скелета, вот этого рисунка. Почему художники начинают делать перформанс или там инсталляции делать? Потому что он в двухмерном пространстве, ему трудно, и он задыхается. Ему хочется как бы своим движением показать, да? 2-3 движения и какие-то пятна, и перформанс уже зритель начинает как бы думать, о чем он хочет сказать, художник. Поэтому это тоже своего рода картина, перформанс, да? Но картина как бы имеет свое время. Ну, где-то 10 минут или там 20, неважно. Поэтому современное искусство как бы первым делом, конечно, не построение, там это, первым делом концепция. А потом уже ты начинаешь для зрителя работать. Ты вначале или там ночью создаешь свою концепцию, идею, да, быстро просыпаешься, на блокноте что-то чертишь, а завтра, послезавтра ты начинаешь все это собирать. Как мне показать? Может быть, маслом показать, да, свою идею, или же в движении, или же собрать несколько видеокадров, и собрать и сделать одно произведение. Ну, как в данном случае, как Саид там вот эти кокпары делает, да, или там Смаил делает вот эти наслоения друг на друга, эти кадры, наслоения, и он как бы зрителя держит. И видео не становится не скучным, а наоборот очень интересным. Понятно? Еще вопрос, если можно. Вы, как художник и ваши коллеги, как вы оттачиваете вот эту остроту восприятия, которая, наверное, является, помимо всех способов выражения, наверное, главным инструментом художника, потому что, ну, в моем понимании, художник — это наиболее тонко чувствующий, воспринимающий и выражающий человек среди всех остальных. Вот как вы оттачиваете эту восприимчивость и как вы, может быть, боретесь с этим внутренним фильтром, когда вам приходит какая-то идея, какое-то чувство или образ, вместо того, чтобы его, допустим, отметать или как-то фильтровать, наоборот, воспринять, пропустить через себя и оформить. Спасибо. Ну вот смотрите, когда мы учились, да, там, в институте учились, мы оттачивали что? Мастерство, да? Но как бы мастерство для художника это не очень важно, как я считаю. Ну, любого человека можно научить рисовать, да? Это просто ремесло.
Он рисует, там, реалистически делать, или там сюрреалистически, или там какие-то там абстрактные вещи, геометрические, да, что-то. А нас же в институте учат как? Натуру поставят или там натюрморт, ты должен сделать, как бы преподаватель говорит, в колорите сделай, вот здесь криво, вот здесь должна быть симметрия. Да нет, никакой симметрии не должно быть. Просто, видите, если ребенку учить вот этому ремеслу, да, как кувшин, там, центр находить, это, то есть преподаватель, учитель портит ученика. Должна быть свобода, как бы подальше от симметрии. То есть думать, ну, если возьмем это, если это картина, да, то мы должны думать не об этой фигуре, а о вот этих отношениях, вот этих пустых каких-то отношениях, вот этого красного, вот этого количества этого темного, количества вот этого цвета. То есть мы должны об этом думать. Думать это как? То есть они не должны быть по размеру как бы одинаковые. Когда делают художники, специально делают одинаковые размеры, получается плоскостность, да? А когда соотношение размеров четко берется на холсте или там, на бумаге, то они не спорят между собой. И за счет этого идет от центра взгляд, визуальный взгляд к этому центру с определенной скоростью зритель рассматривает. И мастер, который все это соединяет, он направляет зрителя с разной скоростью. Повторите, пожалуйста, что вы еще? Меня в первую очередь интересует, вы как художник оттачиваете свое чутье, восприятие, да. Тонкость восприятия, да, и как вы боретесь с каким-то внутренним, может быть, фильтром и сопротивлением? Вот то, что я вначале сказал, что вот ремесло это как бы второе, да, а вот оттачивать надо в голове. Как ты концепцию выбираешь, каким путем ты хочешь свою идею показать. Вот как бы много же направлений, да, перформанс, инсталляция, там видеоарт, фотоарт и так далее, и так далее. Можно эту свою концепцию показать через фотографию или через видео. Вот это надо оттачивать, вот это главнее. А то, что нарисовать красиво, реалистично, это не очень главное. Самое главное, вот как бы расположение пятен и за счет своей концепции найти очень хороший такой путь для того, чтобы показать свою идею. Вот это главнее. Оттачивать надо голову. Спасибо большое за ответ. Если еще вопросы? Скажите, пожалуйста, какие планы у Кызылтрактора после того, как в Алматы открылись Целин и Смагуловский музей? Есть ли какие-то в будущем представления, перформансы и акции? Спасибо. Ну вот 2 числа, 2 октября приезжают наши ребята из Чимкента, и в музее состоится форум. Первым делом перформансов, и мы там показываем вот это все, и будем разговаривать о направлении перформанса, о разных инсталляциях и так далее, и так далее. Милости просим. Саид Атабеков в Чимкенте работает, он работает над другими сериями, у него очень много концепций, идей. Смаил Баилев абстракцией занимается и хочет выставку сделать в Алмате, и, скорее всего, и в Астане тоже. Ну,
у меня в планах в декабре выставка, но я еще точно не знаю, успею или не успею. Может быть, весной. Так что вот так. Спасибо большое. Есть ли еще вопрос? Наверное, на последний вопрос у нас есть еще пару минут, и можем на этом завершать. Ну, наверное, все ясно, да? Да-да-да. Ладно, спасибо большое Спасибо. всем. Спасибо Арустамбеку. Спасибо вам, что пришли.